Здравствуйте, дорогие ребята! Шум брата до вечки Виксялгат. На прошлом уроке мы познакомились с интересной темой «Дары леса». На сегодняшнем занятии мы будем изучать не менее увлекательную тему. Сегодня мы с вами узнаем много новых слов и выражений на ирзианском языке. К какой теме они относятся, подскажет нам наша любознательная лисичка Ревеськи. Ой, как здорово! Нас ждет много интересного. Поскорее же начнем. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Удивляется народ, что за чудо-огород. Здесь редис, есть и салат, лук, петрушка и шпинат. Сад фруктовый – это рай, объедение, ух ты. Тут что хочешь выбирай, ягоды и фрукты. Правильно, ребята! Мы сегодня будем говорить о фруктах и овощах, растущих в садах и огородах. Овощи и фрукты очень полезны, содержат разнообразные витамины, необходимые для роста и развития. Итак, друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – сад судеме шпирисы, в саду и в огороде. Ребята, в древние времена обычная огородная грядка с успехом заменяла аптеку. Древнегреческие врачи назначали своим пациентам редьку и огурцы для улучшения пищеварения и зрения. В те времена делали лекарства из лука и петрушки, использовали целебные свойства моркови. Капуста считалась лекарством от многих недугов. Ребята, а как же слово «огород» звучит на ирзианском языке? Друзья, на ирзианском языке огород – это эмешпири. Ребята, а как одним словом можно назвать лук, чеснок и картофель? Правильно, мои дорогие, это овощи. На ирзианском языке эмешть. Ребята, а теперь познакомимся с новыми ирзианскими словами, которые называют разнообразные овощи, растущие у нас на огороде. Первый наш герой – это свекла, по-ирзиански якстерькой. Вы, наверное, все пробовали винегрет и ели борщ, основным ингредиентом которых является свекла. А еще на основе этого овоща готовится старинный традиционный напиток мордвы – поза. Без следующей огородной культуры сложно представить наш рацион. В народе его прозвали вторым хлебом. Речь идет о картофеле, по-ирзиански модамарь. Морковь по-ирзиански морков – один из древнейших корнеплодов. Ее употребляют в пищу около 4000 лет. В старину морковь часто встречалась на крестьянском столе. Народ придумал о ней немало пословиц и поговорок. Например, «Сей морковь срок, будет прок, на палатях лежать, так моркови не видать». Следующий овощ многие считают малопитательным, потому что в нем много воды, мало белков и витаминов. Но зато он служит источником минеральных веществ. Как вы уже догадались, друзья, мы говорим об огурце, по-ирзиански куяр. Люди любят огурцы за их несравненный аромат и вкус. Несомненно, царицей наших садов и огородов является капуста, по-ирзиански капста. Этот овощ просто рекордсмен по содержанию витаминов. Следующий овощ – лук, по-ирзиански чулька. Лук, ребята, очень полезный овощ. Его можно есть как в сыром, так и в вареном виде. Лук содержит очень много полезных и лечебных свойств. В нем много разных витаминов. Ребята, чтобы лучше запомнились названия овощей на ирзианском языке, мы еще раз их с вами повторим. Лисичка, поможешь нам? Конечно, друзья, повторяйте за мной. Якстелькой – свекла, модамарь – картофель, морков – морковь, куяр – огурец, капста – капуста, чулька – лук. Все правильно, ребята, какие вы молодцы! Друзья, ну а теперь мысленно перенесемся в сад, который наряду с огородом часто примыкает к деревенскому дому. Сад по-ирзиански звучит так же, как и в русском языке – сад. А как одним словом можно назвать яблоко, грушу и сливу? Лисичка, напомнишь ребятам? Конечно же, фрукты. На ирзианском языке фруктат. Ребята,
Теперь познакомимся с новыми рязанскими словами, которые называют плоды кустарников и деревьев, растущих в саду. Самым распространенным фруктовым деревом, растущим в саду, является яблоня, умарина, умарчуфту. Ее плод – яблоко, по-рязански умарь, ценнейший пищевой продукт. Родиной яблони считается Древняя Греция. Полезные свойства яблок знакомы людям с незапамятных времен. Не случайно в народе сложилось множество сказок о молодильных яблочках. Заслуженной популярностью у садоводов нашего края также пользуется вишня, по-ирзянски атямарь. Вишневое дерево по-ирзянски атямарь чуфто. Дерево, которое мы встречаем во всех садах с неповторимым сочным вкусом. Из нее готовят тысячи разнообразных блюд, напитков, соусов, а самое главное – вкусное варенье. Ребята догадались? Это слива. По-ирзянски будет звучать так же – слива. Сливовое дерево называется слива-чуфто. Груша по-ирзянски звучит так же, как и в русском языке – груша. После яблок груши – самые распространенные фрукты. Они очень сладкие, вкусные и полезные. Само дерево по-ирзянски – груша чуфто. Появилось уже не менее 3000 лет назад, но как культурное растение ее начали использовать позже. Друзья, а теперь еще раз назовем фруктовые деревья и кустарники, а также их плоды на ирзянском языке. Повторяйте за мной. Умарина – умарь, атямарь чуфто – атямарь, слива чуфто – слива, груша чуфто – груша. Молодцы, дорогие ребята! А сейчас для закрепления изученного материала отгадайте загадки, которые приготовила вам лисичка. Друзья, будьте внимательны. В каждой загадке спрятана подсказка. Тайте не допижене, пеку швадря инженень. Лисичка загадала нам вкусный овощ зеленого цвета, которым можно угостить и дорогих гостей. Конечно же, это огурец. Молодцы! Все правильно. Послушайте другую мою загадку. Шубасу атине, киекасевцы, сень аварцы, лайшевцы. Сидит дед, во 100 шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Конечно же, речь идет о луке. Правильно, ребята? Молодцы! И, наконец, последняя моя загадка. Мазей чамазо, токасак, калгодо, сусксак, ламбамо. Лисичка загадала нам всем известный фрукт. Красный, румяный и очень сладкий. Ребята, догадались? Конечно, это яблоко. Молодцы, друзья! Справились с непростым заданием. Итак, ребята, наш урок на этом завершен. Мы очень надеемся, что он вам понравился, и вы будете ждать нашей следующей встречи. А мне хотелось бы пожелать вам на прощание следующее. Ешьте овощи и фрукты. Это лучшие продукты. Вас спасут от всех болезней. Нет вкуснее их и полезней. Подружитесь с овощами, и с салатами, и щами. Витаминов в них не счесть. Значит, нужно это есть. Не емазано квечквикс ялгот. До встречи, дорогие друзья! Вас то мазанок!